Константин Иванов – основоположник чувашской литературы европейского типа и современного литературного языка. Его творчество – начало всех начал чувашской культуры и профессионального искусства. Поэту было 17 лет, когда он создал поэму «Нарспи», произведение, которое исследователи творчества и любители поэзии во всем мире вознесли к творениям мирового шедевра. Сегодня ее читают на языках народов России и европейских стран. Образы и сюжет бессмертной поэмы дали начало классическим произведениям живописи, музыки, театрального искусства Чувашии. Константин Васильевич Иванов родился в семье образованных крестьян 27 мая 1890 года в селе Слагбаш Белебеевского уезда, сейчас Белебеевского района Республики Башкортостан. Его предки были основателями села. Один из них, Антон Данилов, родом из деревни Байгельдино Цивильского уезда современного Канашского района Чувашии, появился здесь в середине XVIII века. Отец, Василий Николаевич, известный в округе хлеботорговец, делал все возможное, чтобы дети получили образование и заняли достойное место в жизни. Константин был вторым ребенком в семье. До 8 лет воспитывался дома, в сельскую школу поступил умеющим бегло читать и писать. Учеба давалась ему легко. Первыми книгами были произведения Толстого и Пушкина. Получив начальное образование в Кегень-Васильевской школе, в 1902 году поступил в Белебеевское городское училище. Уксар, мудрый человек. С какой любовью он говорил о своем учителе, Константину Васильевичу Иванову. Он говорил: я тоже из рода Протап. Род Протапщик, Чувашин – это большой род, крестьянский род, корневой, образованный род. Образованный и по грамоте, и по характеру образованный, и по чувству народной истории и традиций. А как Петр Кузенков говорит: я хочу себя числить в учениках Иванова, в учениках того языка, которым писал Иванов. Пребывание в Белебеевском училище, где общение сверстников культивировалось на русском языке, 12-летнему Иванову оказалось неуютным. Он стал просить о другом месте для учения. В следующем 1903 году он поступает в подготовительный класс Симбирской чувашской учительской школы. Вся последующая жизнь Константина Иванова, взлеты и падения, творческое становление и поиски дорог будущего будут связаны с альма-матер чувашской культуры. Очень, конечно же, много Константину Васильевичу дал его учитель, патриарх чувашской культуры Иван Яковлевич Яковлев. Конечно же, он его практически взрастил с молодых ногтей, как он принял его в школу и почувствовал. Тут его тетка училась, до него еще Евгения Николаевна, тоже Иванова, Игнатьева. Значит, и он даже по крови, наверное, определил. Это благородная такая, талантливая кровь. Юноша был не по возрасту трудолюбивым и целеустремленным. Кроме родного и русского, хорошо говорил на башкирском, интересовался татарским, учил французский и немецкий, мечтал переводить тексты напрямую с иврита и много читал. В списке литературы сотни книг зарубежной и русской классики, философов древних цивилизаций, современных писателей. В это же время появляются его первые литературные опыты. С самого начала он писал зрело и профессионально. О поэме «Нарспи» услышал от матери, это точно. А потом уже, так сказать, школа. Ну и, конечно же, чем дольше живу на земле, я тем больше влюбляюсь в эту поэму, тем больше уважаю гениального Константина Иванова.
Весной 1907 года в жизни Константина Иванова случилось событие, круто изменившее его дальнейшую учебу. Ученики первого класса Симбирской чувашской школы, поддержав докатившуюся в губернский город на Волге грозу революционных событий России, организовали забастовку против шовинистического отношения отдельных преподавателей к чувашским ученикам. Активное участие в ней принял Иванов. Около 40 учеников, среди которых и будущий поэт, были исключены из школы. Иванов был вынужден вернуться домой. Все лето прошло в безуспешных попытках поступить на другое место учебы. В эти же месяцы он активно работал творчески, записывал тексты наговоров и молений традиционной веры в деревне Кайраклы у соседа родового дома матери. Вот эта поэма, удивительным образом появившаяся всего лишь в 908 году, она стала фундаментом и для изобразительного искусства в будущем. Огромный пласт существует произведений, связанных с Нарспи, и, конечно, еще больше для музыкального искусства. В конце лета этого же 1907 года Константин Иванов неожиданно получает письмо от Ивана Яковлева с предложением вернуться в школу для работы в переводческой комиссии. В Симбирске он корректировал чувашские тексты религиозных книг, переводил стихи любимого им Лермонтова и писал свои произведения. Параллельно с этим зимой 1907-1908 годов он пишет поэму «Нарспи». Литературоведы обнаруживают, что все основное, написанное Ивановым, а это, кроме известной поэмы «Баллады вдова» и «Железная мялка», трагедия «Раб дьявола» относится к этой зиме. О появлении Нарспи Иван Яковлев узнал случайно. «У нас в школе оказался свой поэт, да еще говорят, какой», писала в одном из писем его супруга Екатерина Андреевна. Многих захватывают уже первые строчки этой поэмы. Это настолько просто, это настолько по-чувашски, это настолько поэтично, музыкально, образно, что не влюбиться в эту поэму просто невозможно. Его творчество фундаментальное значение имеет не только для литературы, а для всей культуры, особенно художественной культуры чувашского народа, потому что подобные поэмы не было ни у одного из близ живущих народов и по масштабности. Вы знаете, что он сотворил? Написал поэму, написал в стихах. Стихи сотканы изящно, и они благозвучны, чем-то близкие поэме Евгения Онегин, Пушкина, рассказывал его учитель и кумир Иван Яковлев своим ученикам. Нарспи в Симбирской чувашской школе читали вслух всем составом и одновременно праздновали рождение профессиональной литературы Чувашии. Через год Константин Иванов сдал экзамен на звание учителя, о котором так мечтал. Вскоре и поэма выходит из печати, а поэт станет преподавателем рисования и черчения в этой же школе. Как будто обрывается, впечатление такое создается, вот творческая биография. Конечно же, во-первых, он сам говорил, очень свирепствовала цензура, безусловно. Даже тут Яковлев не мог помочь. Он сделал все, что мог. Чиновники, значит, представители патриархальной церкви все время говорили о том, что надо обрусить Чувашию. Это было на слуху, все время об этом говорили. Цензура, чиновники, Министерство просвещения, попечитель, учебный округ Казанский, значит, все, значит, указания, все наставления, все установки были направлены на то, чтобы, значит, обрусить, ассимилировать никакого чувашского. И в этих условиях это даже вот то, что сохранилась эта поэма, она увидела свет, это просто, это для чувашской культуры, это колоссальное событие. Мечтой Константина Иванова была профессия живописца. Он серьезно и целеустремленно работал над собой для подготовки к поступлению в Академию художеств в Петербурге. Его учитель, выпускник этого заведения, художник Николай Некрасов, предсказывал поэту блестящее будущее живописца.
Иванов успел поработать в основных жанрах изобразительного искусства. Остались его замечательные рисунки, портреты маслом. В 1913 году он был художником постановки сцен из оперы русского композитора Михаила Глинки «Жизнь за царя», которые исполняли ученики и преподаватели на школьной сцене. Это было примечательное событие Симбирска, получившее резонанс в культурной жизни губернии. Все самодельное и все как полагается, и терем, и Кремль, и зимний лес. Последний даже с падающим снегом, заметила газета «Симбирянин» работу художника Иванова. Впоследствии тема, связанная с Нарспи и жизнью великого поэта, стала одной из важнейших во всех жанрах чувашского изобразительного искусства. Первый такой всплеск интереса к личности Константина Иванова случился ближе к 1940 году, когда ждали 50-летия со дня рождения поэта. И, конечно, все наши художники основательно занимались этой темой. И, конечно, я бы вспомнила и скульптора Нагорного Владимира Порфирьевича, который создал не один памятник. Мы знаем на Красной площади Чебоксар памятник, который он создал в 1985 году. Мы должны изучать его, познавать, учиться у него. Ну и чем больше мы будем его изучать и познавать, мы себя выше будем поднимать. Вот этим мы должны себя поднять. Это нам позволит нашу культуру, наш язык сохранить. Вот, и ценности наши, вечные ценности, которые, так сказать, мы обязаны сохранять. Поэма «Нарспи» Константина Иванова стала самым сильным и ярким выражением напряжения в среде чувашского народа, связанного с отторжением его от традиционной веры и тысячелетних устоев, своеобразной реакцией на утрату своей старой жизни. Рождение литературного произведения, оказавшегося сразу всеми любимым и которое очень скоро стали называть классикой, в Симбирской чувашской школе не случайно. Здесь были сконцентрированы лучшие силы и уникальные таланты чувашей и других народов всего Поволжья. Короткая оказалась жизнь гениального поэта. 14 марта 1915 года он умер от тяжелой болезни в доме своих родителей в Слагбаше в неполные 25 лет. Жизнь не отдаст такой вот ради светлых пуговиц в наряде. Свой язык не признает и родных не узнает, сердце лед, умом он туп, перед нами живой труп, писал поэт более 100 лет назад в поэме «Новая жизнь». Каким провидцем был он, насколько актуальны эти строки сегодня. На сюжет Нарспи Константина Иванова создана и многократно поставлена драма в разных театрах. В изобразительном искусстве существует целое направление Нарспиана. Создано 4 оперных произведения, балет. Поэму Нарспи читают на 16 языках мира. 7 авторов перевели ее на русский язык. На основе стихотворений, баллад и других поэм Иванова созданы музыкальные произведения разных жанров. Поэма Нарспи – это уникальное явление. Уникальное явление – это не только то, что читается, это еще то, что воспитывает, то, что доставляет огромное удовольствие. И мне кажется, осознаем мы вот все это или не осознаем, но тем не менее каждый образованный чуваш, мне кажется, это понимает. И за это мы благодарны великому Иванову.